одна из самых известных киноактрис Кыргызстана Айтурган Темирова. Она буквально ворвалась в мир кино, еще будучи школьницей в 14 лет, сыграв роль в фильме «Алые маки из Сыкуля». Ее талант помог ей стать звездой мирового уровня. И сегодня у нас есть уникальная возможность побеседовать с Айтурган Темировой. Айтурган Аим, вы давно вернулись в Кыргызстан, на родину? Заметили какие-то изменения? Первое, что бросилось в глаза? Знаете, я вообще-то очень часто приезжаю, в год, наверное, 2-3 раза точно приезжаю и скучаю по детям, внукам, потом какие-то мероприятия. Вот, стараюсь не упускать какие-то встречи, фестивали или что связано с искусством. И я стараюсь почаще приехать, потому что это же моя родина, это мой дом, здесь внуки, дети, друзья, подруги. И поэтому и основной работа, съемки здесь проходят. Поэтому я не считаю, что я как бы иностранка, уехала. Но все-таки вы замечаете, что какие-то изменения происходят в городе, может быть, в внешнем облике? Ну да, конечно, город растет, с каждым разом растет, с каждым разом вижу новые дома, такие планировки модерные, красивые. Я помню первые годы, когда я была в Европе, жила, у нас же как в основном Кыргызстан показывали горы, юрты, да, и они никак не могли знать. И вот что-то у нас, какое-то мероприятие было, показали, оказывается, в новостях в Европе, и мне подруги, эти чешки, подходят, говорят: Айка, у вас что там, модерные дома есть, да? Я говорю: да вы что, совсем отстали? Еще какие модерные, еще даже лучше, чем ваши. Зеленый, красивый город. И да, я очень рада, город растет, но так должно быть расти. И мне очень нравится вот наш уникальный, даже вот иностранцы приезжают, у нас самый уникальный, что арыки. Потому что в Европе нигде нет арыков. И когда видят наши арыки, летом вода, журчание, да, это я очень скучаю, поэтому люблю вот по Эркиндыку ходить, на арыки смотреть, вспоминать детство, как босиком там ходили, бегали. Вы можете сказать, что Кыргызстан, в частности, может быть, Бишкек для вас это место силы? Многие, кто все-таки вынужден жить за рубежом и приезжает сюда домой именно вот чтобы такую силу получить. Конечно, потому что Кыргызстан, Бишкек, это как магнит тянет. В Европе сколько бы ни живешь, цивилизация, как говорится, а хочется своим земле, натуральной земле. И она как магнит тянет. Я, например, полгода горы не увижу. В Европе же нет таких гор, в основном холмики, леса кругом. Вот, и меня все время тянет, горы тянет, потому что какие у нас прекрасные, красивые горы, да, и приезжаю, я как бы наслаждаюсь, ездию в выходные с внуками, детьми, в горы ездим, я наслаждаюсь этим, поэтому это не только я знаю, что многие мои соотечественники, которые живут, работают, учатся в Европе, и они очень скучают. Это все-таки родина, здесь родился, вырос, здесь как бы предки наши лежат в этой земле. И она как магнит тянет, оказывается. Это невозможно. Как бы отвыкать никак невозможно. Тяжело ли женщине быть женщиной в Европе? И такой же аналогичный вопрос здесь, в Кыргызстане, потому что вы здесь тоже многое время проводите. Вы знаете, конечно, европейские женщины от наших женщин сильно отличаются, очень сильно, потому что они как-то большинство, они эмансипированные, да, там. Но мы же воспитаны совсем по-другому, да. Мы кыргызские женщины, даже и русские, которые здесь родились, выросли, да, у нас совсем другой менталитет, потому что мы воспитываем, чтобы уважали старших, здоровались, уступали место в трамваях, соседи друг с другом общаемся, как родные, ой, приехала и так далее. Но там такого нет. Например, вот я уже 20 лет живу в Чехии, соседи друг друга не знают. Не знают друг друга, не здороваются, не знают. И я, конечно, стараюсь уже, мои соседи уже общаемся, я их
Но есть старое поколение, которые, они говорят, что раньше было хорошо, что здоровались, место уступали. А сейчас такой молодежь пошло, что они как-то, ну, это европейские, европейские, поэтому очень сильно отличаются от наших. Мы гостеприимный народ, мы очень добрый народ. Я, конечно, к этому привыкнуть не могла, потому что, я не знаю, потому что муж у меня тоже, у него как бы, он здесь 15 лет работал, в Средней Азии, в Кыргызстане, он знает наш менталитет, и мы как бы, он понимает, и живя там, и я даже не представляю, как это я европейкой стала. Я не могу, у меня не получается, потому что это во мне от рождения. В последнее время мы наблюдаем такой момент, что функция женщины, она как-то изменяется. Очень много появляется каких-то новых обязанностей, и при этом женщина, ну, она во многих случаях все чаще перестает быть хранительницей семейного очага. Вот как вы относитесь к этой тенденции? Считаете ее современной или все-таки видите какую-то опасность или негатив в ней? Да, конечно, не современно. В Европе тоже есть такие женщины, такие семьи, которые, я не хочу сказать совсем там, есть такие, которые сохранили свои традиции, уважать своих родителей, стариков. На выходные они выезжают к ним в гости. Вот, например, у меня есть хорошие друзья чехи, они каждую субботу-воскресенье ездят к своим родителям, продукты везут и так далее. Есть жены тоже. Но это от себя зависит. Просто, к сожалению, сейчас молодежь, она больше как бы на Европу смотрит, там хотят быть европейцами, европейками пытаются. Это считаю неправильно. Пожалуйста, будь цивилизованной, культурной. Вот. А все-таки женщина должна оставаться женщиной, она должна быть, ну, хранительницей очага. Это не только у нас в Азии, это даже и в Библии написано, в Коране написано. Женщина должна быть хранительницей очага, она должна рожать детей, воспитывать детей в нужном направлении, правильном направлении. Вот семейный институт, он сейчас тоже претерпевает, вернее, институт материнства претерпевает сильные изменения. К сожалению, ситуация в мире такая, что экономическая. Женщины раньше выходят с декрета, вынуждены нянь нанимать, вынуждены в ясли отдавать уже с 8 месяцев. Опять же, вы в этом видите какую-то угрозу? Ну, вы знаете, я знаю, что женщины, есть, я слышала, читала, что якобы там насилие, да, там мужья бьют жену и так далее, или же женщина больше зарабатывает. Но это, я считаю, ну, не угроза, но это, я думаю, потихоньку это все улучшится, потому что такое время пришло, когда перестройка все произошло, когда многие мужья как бы без работы остались, еще не привыкшие к новой жизни. И вот так сложилось так, что женщина, она оказалась более, опять-таки, как сказать, находчивые, да, они начали бизнесом заниматься, ездили там, челночничали, товары возили, а к этому наши мужья не готовы были. Поэтому и вот пошло, что такие бизнес-вумен, бизнес-леди и так далее. Но я не считаю это угрозой, это нормально, это свобода. Женщина должна работать, если хочет, любимым делом заниматься, учиться и так далее. Но в то же время как бы сохранить семью и воспитывать детей тоже успевать надо. Я помню, в свое время у меня была соседка, она была сама министр. Ну, она была министр, у нее там... муж у нее, водителем у нее работал, муж. И вот у них дети, они такие воспитанные. И вот как бы не отличалась. И вот она, я знаю, она министр и так далее. А приходила на работу, домой заходила, порог, говорит, вступаю, а она уже мама, жена, муж лежит, работал, таксовал. И вот она готовит и так далее. Вот так должно быть. Тогда вот семья сохранится и так далее. А так говорит, я работаю, больше зарабатываю, ты никто, Это, я считаю, неправильно. Если ты любишь, значит, сохраняешь семью. От женщины многое зависит. Вот так плавно мы перешли к теме воспитания детей. У вас успешные дети, состоявшиеся в этой жизни. При этом я читала биографию вашего сына. Он вполне мог быть и художником. Были попытки мультипликации даже, да, в 5 классе мультфильм, и режиссером, но в итоге выбрал совершенно другой путь и состоялся вот на этом пути, да. Совет ваш, как опытной мамы,
как помочь ребенку найти себя в этой жизни, свое место, но сделать так, чтобы это было именно его желание, а не родительское. Да. Ну, с моими детьми это, конечно, мы снимались, я снималась, на съемки очень много ездили, и всегда детей с собой брали. У нас же не было такого. Нянька должна быть. Сейчас в таких состоятельных семьях есть няньки, да, Да. воспитательницы, повара и так далее. Тогда не было. И я вынуждена была детей, начиная с маленьких возрастов, с собой возить на съемки по горам, по долам. И когда нужно будет ребенок сняться, и когда чужие не давали, приходилось жертвовать своими детьми, как дочку там 6-месячную, там люльку в фильме, да, или сына Чингиза заставлять плакать, давай сыграй вот эту сцену и так далее. Вот. И вот эти по этим командировкам столько, видимо, дети потом, оказывается, сказали, ну, никогда не будем ни актерами, ни режиссерами, никогда. Вот у них вот этот, видимо, увидели, что настолько это тяжело, и они это. Но, тем не менее, сына, конечно, дар у него был, он, видимо, в отца он рисовал очень хорошо, за что не берется, у него все получалось. Мультфильмы снимал, книги какие, комиксы писал и так далее. И мы думали, что он пойдет. Ну, вначале он говорил, что я хочу быть клипмейкером, режиссером. И вот Никита Сергеевич Михалков, мы с семьей очень до сих пор дружим. И он видел его талант, и на фестивалях же он же беседовал, видел этих детей Чингиза. И говорит, вот я свой курс открываю в Авгике, пойдешь первым делом ты. Вот мы готовили к этому. Ну, а потом вот школу окончил, друзья, КЭФ открылся, европейский факультет, в солидарность с друзьями пошел, говорит, решил попробовать. Ну, я не знала, я даже не ходила, обычно родители все стоят, там экзамен, а я сижу дома, вдруг сын приходит, говорит, мама, может меня поздравить? С чем? Я поступил. Как поступил? Куда? Экономическую. Как? Ты же там уже ждут же, ты должен был в Авгик поехать. Ну, это, я думаю, потом можно. Вот я решил, мне это интересно. И вот так он и неожиданно, хотя он с первого класса, как-то он больше гуманитарный его тянуло, язык. Вот, и вот неожиданно у него вот это увлечение пошло на экономическое, и вот так он и окончил. Ну, сложно было принять его решение? Нет, мы подумали, если он хочет, и он прям рвется, видим, ну а зачем мы его заставлять будем? Нет, конечно. Я вообще считаю, не надо, если видишь в ребенке какой-то наклонности, на что-то интерес, лучше это поддержать. Лучше это поддержать. Есть же такие дети, которые даже школу окончили, институт не закончили, а у него какой-то интерес к какому-то бизнесу. И вот есть таких очень много, которые в Европе, которые стали бизнесменами, известными, богатыми и так далее. Поэтому я считаю, главное не заставлять, или учиться тоже не надо заставлять, там за двойки бить или в угол ставить. Абсолютно. Я, например, моим детям, если там тройки получают, я говорю, ну что теперь, можешь не учиться, можешь на тройку учиться, не обязательно на 5 учиться, если тебе не нравится, не учиться, можешь вообще в школу не ходить. Ну вот видишь, дворник, видишь, он, видимо, учиться не хотел, ты будешь дворником, вот твой друг, он станет министром, ты у него, может, машину будешь водить. Подумать, а что это я так должен делать? Нет, я пойду, вот он старался учиться, вот так я воспитывала. Никогда не надо детей заставлять, потому что тем больше заставляешь, принуждаешь, у него к этому как бы отталкиваешься наоборот. Надо... Давайте теперь поговорим о вашей работе. Фильм, который стал вашей первой работой, это «Алые маки и Сыкуля». Действительно, это был очень успешный дебют, вам за это даже премию в Тбилиси вручили. Но давайте представим, что, не дай бог, если бы вот этого не было, такого успеха. Как вы думаете, вы бы сдались или вы вообще упертый человек? Вы бы продолжали дальше добиваться успеха в кинематографе? Вы знаете, я не упертый человек, я немножко трусливая, самокритичная. Я не знаю, я, например, если бы вот так судьба моя не сложилась, что кино,
актрисой Первого стану. раза. Да. И я бы, может быть, актрисой и не была бы, потому что для меня тогда это кино, это настолько далеко было, и театр. Я сама-то из военной семьи, воспитана была совсем по-другому и строго, как бы. Папа всегда хотел, чтобы я по военной части, даже мне курсы отдал на ДОСААФ, да, радистка, азбука Морзю я учила, что я буду военной. Вот. Мама хотела, чтобы я в политех поступлю, что я инженером буду, что-то там строить буду. Вот такие были планы, а тут настолько у родителей все это разрушился, все мечты, и вдруг кино, какое кино, что, какие артисты, да вы что, артисты, это, ой, это же ужас, это же все плохое, все плохое, это артисты. Такое понятие было, но Шамшиев такой настырный оказался, потому что по сценарию именно это я очень подходила на эту девочку роль. Вот. И вот чуть ли руководство Кыргызфильма, такие люди солидные пришли с отцом, так серьезно поговорили, вот так далее. Надо, мы за нее не переживаем. Вот так меня отпустили. Отпустили, ну, они оказались правы, так и я не вернулась бы домой. Снялась в этом фильме, потом на этом фестивале тоже, это для меня настолько неожиданно было, этот фестиваль за первый дебют. А там же у меня, в общем-то, не главная роль, а вторая роль. А там были первые дебютантки. Это из казахфильма, Кызжевек. Она театральный ГИТИС окончила с образованием, главные роли. Другая узбекская актриса тоже, так далее, так далее. Конкурсанты были. И вдруг вручает мне этот приз. Настолько это было неожиданно, настолько... Ну вот, и я вначале, конечно, я не поняла, я сама еще молодая, и потом, когда мне объяснили, и тогда вот посчастливилось, был тогда председатель жюри Бондарчук Сергей, и он говорит, вот Айтурган, говорит, добро пожаловать в мир кино, вот никогда не забуду, он сказал, кино может сняться любой с улицы, но чтобы остаться навсегда, не все могут. Вот тебя вот ты вот родилась с этого фильма как актриса. Ну вот так я уже актриса, и вот так и пошло. Ты вообще считай, что это как бы первый мой экзамен был, что я вот прошла, и когда такая гордость была, такие, которые главные роли. А мне эти фильмы нравились, вот то, что казахфильм, я даже плакала, так мне нравились эти актрисы, какие красивые и так далее, и вдруг это я победила. Конечно, во мне такое сыграла гордость, что я вот... У вас много фильмов, в которых вы сыграли главные роли, но если вспоминать, какая работа была самой сложной в эмоциональном, в физическом плане? Вот в физическом, наверное, это фильм «Снайперы», да? Когда 8 часов в болоте вы рассказывали. Да, физически очень сложно было. Это фильм «Снайперы», и когда это ужас, это какую-то частицу, видимо, вот и сыграли войны, но все равно это было настолько тяжело, и я, не дай бог, чтобы никогда войны не было, мир везде. Вот, и, да, это было очень тяжело, когда зимой минус 40 градусов, лежишь в этих снегу, один дубль чуть ли целый день снимаешь. Когда встаю от моего тепла тела, лужа вода, снег растаяла, или да, в валенках воду потом выливаешь и так далее. Но да, и благодаря этому фильму потом я 3 операции перенесла, потому что кишечники простудила. Вот. А так, конечно, для меня каждая моя роль дорога, я не могу какую-то роль выделить. Да, физически могу сказать, что «Снайпер», но она не только физически, она и эмоциональная уже, это образ, это не выдуманная героиня, это была настоящая, нужно было изучить ее жизнь, трогать ее настоящие письма руками. Было очень психологически было тяжело, и после этого фильма я где-то полгода не могла в себе прийти, пришлось к психологу обратиться, и так и постепенно как бы... Потому что, понимаете, у нас по Станиславскому уже говорят, что это гипноз, когда ты сильно загипнотизируешь, вошел в этот образ, потом от него выйти очень опасно. Поэтому раньше на съемочной площадке обязательно был врач, психолог, врач, вдруг, чтобы вовремя помочь.
Ну, вот, вот, например, в фильме Анна Каренина, Самойлова, да, она после этого психиатрия на учете была. То же самое после Гамлета Смоктуновский. Вот. Ну, у меня вот прям чуть-чуть вот это состояние после снайпера. Там настолько не то что физически и психологически тяжело было, и эмоционально, и были такие, знаете, вот палки колеса ставили, были такие моменты. Вот. Ну, тем не менее, сделали мы этот фильм. А так каждая моя роль для меня дорога, потому что плохая роль, плохой фильм, я не могу это судить, потому что каждое, что я сыграла, это для меня дорога, потому что там, туда ушло частица моей жизни, моего времени, моей жизни частица ушло, энергии и так далее вложила туда. Поэтому мне каждая роль дорога. А что вы можете сказать про белый пароход, когда ваша 6-месячная дочь плыла по холодному озеру в люльке? Ну, об этом уже настолько Что вы ощутили? много сказано, но это было что-то ужас. Это вот представь, твоего 6-месячного ребенка бросили в этой люльке и где-то там посредине озера, еще озеро горное, которое никогда никто не купался, потому что оно настолько холодное. Перед этим полдня водолазы чистили, там тины там были, можно было бы запутаться. И привезли детей, там полный автобус, где-то 60 детей, мамы приехали с этим, хотели, чтобы их не каждый... Но когда узнали, что за сцена, все, естественно, отказались. Ну, пришлось Шамшию обмануть меня. Там у нас всегда обед привозили на этих машинах. Вот иди там, возьми мне борщ, а я ребенка покормила грудью, усыпила, и Элеонора Викторовна, гримершина, поддержите, пошла, и вдруг слышу, плачет ребенок, что там разбудили или что. Потом смотрю, еще громче плачет. Ну, звукооператора еще поставил этот, оказывается, прям эхо на весь лес. Да что такое? Прибегаю вот посередине. Вот. Ну а что делать? Плакала, давайте быстрее. И вечером, ночью 42 градуса, скорая пневмония, острая пневмония, лежали вот в этом Анании в детской клинике 10 дней в боксе. Вот так. У вас очень много наград, и в 2021 году у вас был получен орден от Франции. Можете рассказать, что это за награда и лично для вас, что она значит? Ну, мне каждая награда очень, я ценю, благодарю, что оценили. И, конечно, это было очень для меня сюрприз, потому что французы, откуда, что. Ну, а потом выяснилось, у них очень программа защиты природы, да, животных. И «Белый пароход», она, оказывается, в школьной программе с 1 по 5 класс показывает. И они как бы знали этот фильм. Потом я снялась еще у одного венгерского режиссера, о Кыргызстане был фильм, документальный фильм. Вот. И она на французской студии снимался. И этот фильм тоже очень много, оказывается, крутили. И почему, ну, вот вспомнили их министерство и решили меня вот за это. Больше, конечно, за «Белый пароход», что за этот фильм. И решили наградить. Она называется «Кавалер», орден «Кавалер», искусство, изящество, да, и офицер, звание офицера. Когда вы начинали свою деятельность в кино, у вас была задана какая-то планка, что вот этого я должна достичь, и достигли ли? В кино имеется в виду? Да. Ну, вы знаете, нет, конечно, у меня много были желания. В свое время я очень хотела, Шамшиев очень много увлекался, мечтал снять фильм о Манасе. И хотела Айчурек сыграть, по-моему. Потом годы проходят, я говорю, ну ладно, Ханекей буду. Потом так и не получилось. Так и его мечта не сбылась, так и моя не сбылась. Вот. И моя любимая книга была Касымалы Байылинова «Аджар». Это я еще в школе училась, читала. Героиня, которую продали, там, в Китай уехали, там, как она потом бежала обратно, как она ее в горах, волки напали на нее одна. Вот. И настолько меня тронуло в детстве. И
Даже я помню, первое мое интервью в Казахстане было вот после Аллы Макис. Кого ты хотела бы играть? Я вот сказала, я бы хотела бы сыграть Аджар. Но таким мечта моя не сбылась. Вот. Ну, видимо, судьба такова. Вы смотрите сейчас современные фильмы, которые в Кыргызстане снимаются? Вы знаете, ну, иногда случайно увижу и так далее. Ну, вы знаете, сейчас очень много выходит ребята, стараются снимать. Я не хочу о ком-то плохо говорить, но они больше, бюджета нету, денег нету. Они с маленьким бюджетом хотят заработать деньги, но это как бы коммерческие фильмы, коммерческие. Это нельзя назвать там искусство, как в свое время было, да. Вот. И поэтому старается. Но сейчас есть так, несколько режиссеров появились, очень талантливые, подающие надежды, фильмы очень грамотные, уже потихоньку выходят. Поэтому я надеюсь, что возродится наше кыргызское чудо снова. Многие критики сейчас говорят вот вообще не о кыргызском кино, а вообще о современном кино. Главный недостаток, стало мало смысловой нагрузки. Вы согласны с этим? Я согласна с этим. Смысловой нагрузки очень мало. Просто, к сожалению, многие стараются, как бы подражание идет. Какой-то детектив пытается сделать или какую-то комедию. Опять-таки, это подражание идет Западу, подражание российским каким-то сериалам. Да? Ну, это плохо. Надо больше, если наши раньше фильмы были воспитательные, или там ознакомление Кыргызстана, наши фильмы тех времен. Почему? Потому что через эти фильмы в Европе везде узнали, что есть такая страна Кыргызстан, такие горы, леса, красота и так далее. А сейчас, к сожалению, к этому не идет. И как бы есть такие фильмы, которые стараются лишь бы получить приз где-то за какой-то интересной сцены. Ну, показать свой народ нищим или вот это я считаю неправильно. Расскажите, на данный момент вы чем занимаетесь? В данный момент, чем я занимаюсь, вот сейчас я приехала, потому что меня пригласили сниматься в кино. Мне до этого очень приглашали часто, приносили сценарий, мне или сценарий не нравился. Знаете, после всех этих моих фильмов, после работы с такими великими режиссерами, как Гена Базаров, да, и Саруханов из Мосфильма, и Шамшиев. Поэтому, конечно, я, когда вначале приглашали, я была рада прочитать сценарий. Понятие сценария сейчас другое, да? Или там принесут мне тетрадь какой-то. Я говорю, это что, сценарий? Потому что раньше как у нас было? Сперва писался литературный киносценарий, потом киносценарий. Киносценарий – это вот каждый дубль, как, что и так далее. А тут просто какой-то опус, сочинение. Вот то была такая девушка, туда пошла, сюда пошла и так далее. И оказывается, сейчас такой новый метод, даже можно сценарий не читать, потому что на ходу еще изменится. Вот. Я вот это не понимаю. Я этого не понимаю, и, конечно, ребята стараются, хотят что-то делать. К сожалению, многие не имеют режиссерского образования, но, к сожалению, у нас нету тех наших, где в ГИК, государственной кинематографии, да, заканчивали. Ну, вот, и поэтому я, конечно, отказывалась. В сериалах точно я не люблю сниматься. Сериалы я сама иногда люблю какие-то детективы смотреть. Но сериалы один раз посмотрела, потом забываешь, о чем это было, что. А нужно такие фильмы, которые запомнятся навсегда. Таких, к сожалению, сейчас нету. Но есть, появляется сейчас. Вот сейчас меня пригласили режиссер, пока не буду называть, очень талантливый, потому что первый фильм, который я когда увидела в Чехии еще, меня пригласили, говорят, вот наш кыргызский режиссер, такой его фильм первый. Я так, ну ладно, девчонки, ладно, давайте посмотрим. И когда увидела, я к концу фильма заплакала. Обычно я фильмы не могу смотреть, потому что, когда вообще, не только я, наверное, и другие актеры, я когда кино смотрю, я всегда, камера не так поставили, он так не сыграл, или вот где-то схалтурил. А в итоге, о чем фильм было, да, вот так.
А тут фильм посмотрела, настолько прониклась, настолько грамотно сделано, настолько актеры там, хотя эти тоже начинающие актеры, некоторые даже не актеры, настолько хорошо сыграли, и я в конце заплакала. Я говорю, а кто это? Вот такой режиссер. Хочешь у нас телефон? Да и позвони, я давай позвонила там и так далее, поздравила и так далее. Вот. И на этот раз мне вот принесли сценарий. Ну ладно, вроде бы внушительный сценарий, грамотно написано. Начала читать, ну, настолько увлеклась, что вот такой толстый сценарий за полдня прочитала. Вот настолько увлеклась, когда увлекаешься книгами. Вот, и дала свое согласие. Тем более это такой совсем другой образ, абсолютно я такой еще ни разу не играла. Это первый, можно считать, дебют, второе дыхание. Успехов вам желаем в новом проекте, в новом фильме. И дай бог он поднимет нашу киноиндустрию на новый уровень. Спасибо за то, что вы нашли время, уделили его и побеседовали с нами. Спасибо.